Современное состояние и перспективы развития топливной промышленности Якутии обсудили сегодня в столице за круглым столом. Участие приняли представители отраслевых компаний и предприятий, также ученые и власти республики. Сюжет Виталия Абрамова. Большой резонанс в мировом сообществе произвело подписание российско-китайского договора о поставках в течение 35 лет природного газа с месторождений Восточной Сибири и Якутии. Сумма контракта – $400 миллиардов. Вместе с тем у многих экспертов возникают вопросы об экономической эффективности этого проекта. Месторождение содержит 200 миллионов тонн этана, 73 миллиона тонн пропана, 44 миллиона тонн бутанов и около 20 миллиардов кубических метров гелия. Из приведенных цифр совершенно ясно, что мощности по переработке этого объема сырья построить нереально, да и экономически неоправданно. Исходя из этого посыла вытекает, что независимо от того, в какой точке будет происходить переработка чаянинского газа, возникает проблема хранения излишков сырья. Хранение сырья в таких объемах возможно только в подземных хранилищах. По мнению профессора Сафронова, для предотвращения потери ценных компонентов экспорт в составе газа по трубе в Китай необходима организация долговременного хранения излишков. Условия для строительства таких пунктов весьма благоприятны в пределах юго-запада Якутии, а именно под соляными отложениями. Из этих гомологов метана китайские нефтехимики могут ежегодно получить до 1,5 миллиона тонн продукции 5-8 переделов. И эту продукцию будет покупать Российская Федерация по ценам в разы превышающим стоимость поставляемого газа. Но на такие предложения «Газпром» реагирует весьма холодно и собирается закачивать полученный гелий обратно в те же продуктивные пласты ЧНД. Вместе с тем, перспектива производства и внедрения моторных видов топлива в Якутии весьма светлая. В ближайшие годы Сахатранснефтегаз намерен расширить нынешний ГПЗ и увеличить производство пропан-бутановой смеси, которая используется в автомобильных двигателях. Если вот дополнительные объемы, то у нас производство СУК вырастет до 40 тысяч тонн при нынешних, я говорю, там 15 тысячах, да, то есть мы в 3 раза практически увеличим производство сжиженных газов, применяя новую турбодетандерную технологию для второй половины, значит, объема подготовки газа. Также единственный производитель бензина в нашем регионе в настоящий момент ведет переговоры с датчанами, которые владеют технологией GTL – переработки природного газа в синтетические моторные масла. Конечно, мы рассматриваем газохимические варианты, скажем так, монетизации газа. То есть это достаточно перспективное направление, то есть с точки зрения производства продукта, скажем так, а не продажи сырья. То есть и для нас такое ключевое направление, которое интересно, которое в данное время прорабатывается. Если все эти проекты воплотятся в жизнь, то процент завозного топлива в республике может сократиться до 30% против нынешних 70%, что в свою очередь может отразиться на розничных ценах топлива. Виталий Абрамов, Иван Семенов, НВК Саха, Якутск.